Составы техники. Hellraisers в атаке, Хэвик 2 Е5, 3 бачата 13.90, Нави в защите 7 Е5 13.90 и 4 бачата 10 уровня. Будет 5-5 или 6-4? Я боюсь уже что-то прогнозировать. Сегодня у меня не так все гладко с прогнозами, я думаю, как и у большинства. Поэтому давай мы просто посмотрим еще одну мураванку и получим просто удовольствие от тактик команд, от их стрельбы, от скилла и так далее. Не, удовольствие сидеть на нефть-арене в Казани просто неимоверное. Здесь такая энергетика, здесь такие зрители теплые, радушные, все болеют за свои команды. И мы возвращаемся на карту. Итак, Инспирера толкает слайд и левша. Интересно. Интересно, мы наблюдаем как с одной, так и с другой стороны. Очень интересные тактики, дорогие друзья. И есть по цвету уже видят одного Е5, он засветился. Вот и Страйк тоже засветился. Видят бачатов, которые очень жестко поджимаются под первую базу. Неужели это будет захват первой базы? Видят они только Страйка, больше никого не видят. 3 бачата заезжают. Просто полицейский разворот и становится на захват втроем. Начинается захват базы, и команде Нави нужно что-то очень быстро делать. Они должны ехать, а Е5 будут выезжать, скорее всего, и от башни просто отгонять всех, кто подъезжает. Здесь видим Е5, 8 секунд перезарядки у него. Проходит он вперед, успевает проскочить. И слушай, Инспирер сейчас проскочил в очень выгодную позицию, и оттуда, скорее всего, будет просто сбивать противника, захват, вернее, с противника. Но здесь захват продолжается. Выкатываются бачаты. Будут сейчас забирать Страйка, который на ремке успевает укатиться. Минус 766, но захват продолжается дальше. Просел Рина, просел Страйк. Инспирер тоже получил. Бачаты съезжают с захвата и идут в атаку. Там у нас просто схватка идет на всех фронтах, я бы сказал. Просто перестрелка под горой, перестрелка на горе, перестрелка в этой мини-деревне. Левша просаживается очень сильно, его могут добить. Ты посмотри, Нюк уходит в ангар. И Лулшо врывается, наконец-таки помогать. Уходит сразу же Левша. Тут же он забирает Анатолича. В ответ Кириллоид на 13.90. PvP забирает Нескви на 13.90. И слайд у нас здесь шотный. Не пробивают его, опять танкуют у нас бачаты. По ХП, ребят, все наверху, все предельно видно, все ясно, кто выигрывает, кто проигрывает. По танкам преимущества, большого такого нету. 5 танков у команды Нави против 4 команды Hellraisers. До того дошло, что Тараном пытается сейчас забрать слайда и в конечном итоге забирают. И 7-й здесь пытается отработать бачатов, но сейчас команда Нави не в лучшем положении дел. Еще и теряют слайда. Боюсь, это 5-5. Слушай, давай досмотрим, что у нас там будет, 5-5 или все-таки не 5-5. У нас получают, вот видишь, бачаты на обычных перекатках. И если так будет продолжаться, Нави могут сделать и 6-4. Поэтому ждем. Инспирер, выход на Инспирера получает очень много пробитий. Заберут, нет его? Я думаю, что сейчас буду забирать Хэвика. И есть минус Хэвик. Страйк делает шикарный минус. Какая работа. А вот теперь все очень сложно. Минус Диадо. Было преимущество у команды Hellraisers, и вы все видели, ребята, Нави постепенно переворачивают свою пользу. Страйк уничтожен у нас. Остается один Лулшо против команды Нави. И Рина прет на него. Он просто прет. Это же Рина. Все, минус. Это 6-4. 6-4, дорогие друзья.